Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Сентябрь выдался насыщенным для предпринимательского сообщества республики. Например, в начале месяца делегация Якутии завершила работу на Восточном экономическом форуме. На полях ВЭФ Якутия заключила почти 30 соглашений по реализации инвестпроектов. Чуть позднее, в том же месяце, в этом же, точнее, месяце, состоялся двухдневный форум предпринимателей «Мой бизнес». Площадки его посетили порядка 1500 человек. Об объединении власти и предпринимательства, а также о векторах дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в республике сегодня поговорим с гостем моей студии Тимуром Ханды, исполняющим обязанности министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Тимур Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Буквально сегодня правительство отправилось в отставку, поэтому у вас сегодня приставка ИО. Так вы... Действительно, так и есть. Как ощущения и насколько намерены продолжать работу? Как отнесетесь к тому, что если не войдете в Кабмин? Ну, здесь на самом деле все идет за решением нашего лидера Александра Сергеевича Николаева. Правительство за 5 лет работы провело очень хорошую работу, потому что в эти времена, в течение 5 лет проведена большая работа и с пандемией, да, и с теми вызовами, которых никогда в истории еще не было. Поэтому, и пожары, и наводнения. Да, поэтому на самом деле здесь говорить о том, кто переживает, кто не переживает, каждый переживает по-разному. Сегодня отрасль предпринимательства довольно-таки хорошо себя проявила. Мы во всех показателях показали динамику и в туризме, и в торговле, и обороты розничной торговли. Поэтому сегодня я могу с уверенностью сказать, что предприниматели сегодня под хорошим крылом. Наш лидер и дальше будет продолжать такую же динамичную политику в отношении поддержки малого бизнеса. Давайте к Восточному экономическому форуму, с которого я начала. Да? В чем была специфика ВЭФ этого года? Говорят, что именно на предпринимательство, на туризм было особое внимание, да, обращено. Собственно, поэтому я решила именно с вами про ВЭФ поговорить. Расскажите, что там, какие основные результаты? Восточный экономический форум, на самом деле, это одна из самых главных экономических площадок для регионов Дальнего Востока. И Якутия уже 8-й раз является одним из ярких регионов, которые всегда предлагают, всегда что-то реализовывают и действительно доказывают, наверное, целесообразность участия вообще любого региона на Дальнем Востоке. И Александр Сергеевич в этом году провел очень много пленарных сессий. В этом году мы подписали 30 соглашений на сумму более 130 миллиардов. Если брать уже конкретно направление туризма, то мы подписали соглашение по реализации строительства термально-оздоровительного комплекса. Это туристический объект. Это где будет? Это будет в Хангаласском районе. Мы сейчас систематизированно именно в сторону Ленских столбов, в наш основной магнит привлечения туристов, направляем и сосредотачиваем всю инфраструктуру для того, чтобы все там хорошенечко развивалось. Но о потенциале Ленских столбов даже президент сказал на полях ВЭФ. Действительно. На полях ВЭФ тема туризма, она шла красной нитью. Я объясню, почему. У нас туризм охватывает больше 22 секторов экономики полностью. Допустим, та же медицина. Медицинский туризм, детский туризм, промышленный туризм, культурный туризм, познавательный туризм. Так можно до бесконечности. Гастрономический туризм. Это самое основное, что у нас на сегодняшний день есть. Конечно, мы в рамках «Вкуса Якутии» недавно провели гастрономический театр. И, знаете, мы пригласили туда и наше население, и тех предпринимателей, которые участвовали в форуме. Это была одна из частей культурной программы форума предпринимателей «Мой бизнес». Возвращаясь к ВЭФу, да, именно по туризму, что там? Смотрите, здесь мы должны правильно развернуть государственную политику в отношении развития индустрии туризма и гостеприимства. И для этого собирали абсолютно всех представителей региональных министров либо других уполномоченных органов, которые должны вести свою политику. Мы должны все вместе показать, что Дальний Восток, а мы уже придумали свое название «Дальний Восторг», для того, чтобы мы могли привлекать туристов. А все-таки Дальний Восток — это большая территория, это макрорегион, где на самом деле столько всего. И знаете, многие россияне понимают то, что отдыхать можно не только
в других странах. Но и в нашей стране есть столько множество объектов, где намного красивей. И на самом деле многие, когда выезжают, они первым делом что думают? Медицина, страховка, как быть, что делать. А тут мы дома, мы в России, поэтому в этом плане, конечно, большой акцент делается на развитие инфраструктуры. Ну, это один из плюсов пандемии, да, когда жители России начали больше обращать внимание на свою страну. Ну, также там не остался незамеченным павильон республики на улице Дальнего Востока. Он традиционно именно ваше министерство за него отвечает. Там и продукты местного производства были, и культурная программа. Как восприняли? Знаете, я тут не хотел бы на себя полностью перетягивать одеяло. На самом деле отвечает полностью правительство. Здесь и Министерство культуры, здесь Министерство спорта очень много мероприятий проводило. Министерство предпринимательства отвечает, конечно, за, наверное, за туристический потенциал, за сувениры, за торговлю. Ну а всю большую координационную работу ведет Министерство внешних связей, которая, в принципе-то, и реализовывает этот павильон. У нас было в этом году представлено ежегодно отрасль ювелирной. Да, здесь очень много предпринимателей реализовывали свою продукцию, и мы посчитали примерно 9 миллионов рублей была выручка за дни Дальневосточного экономического форума. Это на самом деле хороший потенциал для компании, чтобы в короткий срок простимулировать свой бизнес для того, чтобы и дальше динамично его развивать. Также мы показали туристический потенциал. Павильоны всех регионов Дальнего Востока, они входят в программу посещения многих стран, более 62 стран приняло участие, и абсолютно все приходили и были, наверное, в восторге от того, что они могли увидеть. Там мы показывали и те меры поддержки, которые мы оказываем по линии специальной военной операции. Там мы показывали туристический потенциал. Там мы показывали работу Министерства инноваций в части технопарков и их инновационных разработок. В целом инвестиционный потенциал был представлен на павильоне. И могу сказать то, что недовольных людей не было. Все были в большом восторге. Ну, а так, если пошутить, все приходили из других регионов, потому что там были леденцы в форме алмазов. Это интересно на самом деле. Вот я просто встречал людей, в 8 часов вечера павильон закрывается, приходят люди, они тоже в павильонах стояли, работали, приходили к нам в павильон и говорили: а что, вы уже закрылись? А как же леденцы в виде алмазов? Вот. Но это, конечно, шутка. Многие интересуются и экскурсионными программами, потому что наша Якутия, она довольно-таки большая, и она может показать абсолютно любой вид туризма. Конечно, это охота, рыбалка, это Ленские столбы, да, полюс холода и Мекон. На самом деле мест, куда можно посетить, даже если посмотреть на направление массового туризма, массовый туризм — это не более 3 часов езды. Ну, это и есть массовый туризм. Здесь мы можем показать Тукуланы, Ленские столбы, да, сувенирные компании в рамках, ну, вот, наверное, громко будет сказано, промышленного производства, но как минимум производства местного. У нас есть что показать. Это компания «Камелек», которые сегодня возглавляют ассоциацию «Сделано в Якутии». Кстати, хочу, пользуясь случаем, их поздравить. У них был открыт павильон. Это историческое событие, о котором они уже давно мечтали. И сегодня «Сделано в Якутии» имеет свой бренд. Он зарегистрирован Роспатентом. И сегодня этим знаком могут воспользоваться лишь только те, кто имеет на это право. А здесь уже решает коллегиальная ассоциация «Сделано в Якутии». Это знак качества. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39. Можно отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, нужно отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране. Ну, какие-то конкретные планы появились по развитию международных торговых связей, экспорта продукции вот после ВФ? Да, здесь, Новые понимаете, вот наше министерство, оно на самом деле прямо вот межотраслевое. Поэтому мы очень, ну, наверное, четко ведем координационную работу в плане подписания соглашений. Мы видим, кто с кем подписывается. Ну, к примеру, вот железные дороги Якутии, они подписались с китайской компанией в части экспорта грузов в Российскую Федерацию из Китая. И на самом деле мы должны через это соглашение помогать нашим компаниям, организациям, которые перевозят
Ну а что? Для бизнеса это самое главное, чтобы были четкие планы, четкие сроки, и тогда они смогут и дальше развиваться. И таких соглашений на самом деле много. Мы о намерениях стараемся и не только о намерениях, но и здесь содержательно конкретные мероприятия, которые обязывают обе стороны для выравнивания и логистических схем, и транспортных схем. И это дает возможность и для дальнейшего развития и нашей страны, и страны, которая с нами подписалась, на примере Китай. Мгм. Ну вот вы говорили, что речь шла о туризме в целом по Дальнему Востоку, в целом по всему Дальнему Востоку, да, вот когда-то был такой проект, как Дальневосточное кольцо, там по аналогу Золотого кольца, да, Восточное кольцо Да. России. Вот сейчас есть какие-то идеи в плане вот объединения турмаршрутов, или все-таки Якутии нужно в силу удаленности отдельно развиваться? Ну, действительно, такие переговоры были, и не один год. Есть такое понятие в федеральном центре макрорегион. Но не в плане дальневосточный, да, вот именно в туризме. Есть Золотое кольцо, как вы сказали, да, есть Дальний Восток, так и называется. И в Дальний Восток сегодня попадает Камчатка, Сахалин, да, но мы туда не Вот, попадаем. да. И это на самом деле было большим барьером на протяжении многих лет, потому что при учете формирования субвенций, ну именно поступления денег в бюджет республики со стороны федерального, это было ограничительным фактором. То есть 8 баллов мы всегда недополучали, потому что мы не входили в состав этого макрорегиона. Сегодня мы пошли по другой формуле. С нашим Министерством экономики мы внесли предложение о создании собственного макрорегиона под названием «Вечная мерзлота». Мы уже видим концептуальное согласие со стороны Минэкономразвития Российской Федерации. И сейчас в установленном порядке мы вносим документы, которые позволят нам иметь свой макрорегион. И это в дальнейшем, конечно, динамично скажется на дополнительных поступлениях с федерального бюджета, чтобы мы могли их направлять на создание и строительство инфраструктуры для развития нашего туризма. А кроме Якутии туда кто? Но пока что мы туда входим сами. Потенциально туда Да, кто? то есть мы должны создать этот порядок и войти туда самостоятельно. А кто туда войдет, это уже право регионов, чтобы они туда зашли. Ну и мы, конечно, обосновываем там по критериям. Обязательно должна быть вечная мерзлота. И сегодня, вот, если посмотреть уже вот на вторую часть вашего вопроса, в части распределения между регионами туристического потока, эту работу мы тоже ведем. Сегодня у нас подписано соглашение с 5 регионами Дальнего Востока. И благодаря этому соглашению туристические агентства успешно продают наши путевки и сами успешно замыкают их с маршрутами своих местных туроператоров. Это, конечно, не такое массовое явление, но тем не менее мы в этом году на ИСЭХ по аналитике Big Data получили приток туристов именно с этих регионов на 38 тысяч туристов. То есть 38 туристов из ближайших регионов приехало к нам для посещения национального праздника ИСЭХ. Мы посмотрели по аналитике Big Data, что 2404 рубля, вот некоторые, кстати, усомнились, что так или не так, взяли примерно 3-4 дня, усреднили, поменяли, вот просто 38 тысяч умножьте на 2404, умножьте на 3 и минус погрешность. Выходит 330 миллионов людей приехали с деньгами из другого региона и потратили их тут. И потратили их в общепитах, в сувенирных магазинах, в гостиницах, в ресторанах, купили что-то детям, может быть, просто там на такси поездили. Это все попадает в нашу экономику, попадает в экономику малого бизнеса, потому что вот просто если посмотреть по сторонам сейчас, все сюда, все, что нас окружает, все привозит малый бизнес, абсолютно все. Да, может быть, он что-то не производит, но поставки идут сюда. У нас из 40 тысяч субъектов малого бизнеса 70% это торговля. И поэтому сегодня, наверное, основной сектор экономики для нашего комфортного с вами пребывания, для пребывания нашего населения, это торговля. Поэтому, пользуясь случаем, я тоже хочу поздравить наших предпринимателей сферы торговли. В этом году у нас столетие наркомата торговли. У нас в течение года идут различные мероприятия. Вот. И здесь могу сказать то, что торговля – это на сегодняшний день основа для Якутии. Буквально вот позавчера глава Якутии у нас был здесь на прямой линии, ну не в этой студии, но
в нашей компании. И он, отвечая на вопрос как раз о туризме, упомянул о том, что как таковой оформленной, разработанной концепции туризма у нас пока нету. Вот. И недавно стало известно, что курсанты Муравьев-Амурский 2030, вот эту вот программу совершенствования кадров, разрабатывают проект по развитию туризма в Якутии. Это вот они будут эту концепцию разрабатывать или что? Ну, здесь, смотрите, мы... Это связанные проекты или нет? На самом деле это связанный проект. Я, наверное, хочу согласиться с высказыванием главы в части того, что у нас как таковой индустрии туризма нет. Но здесь нужно еще понимать, что для того, чтобы развивать туризм, нужно понимать, с какого момента мы стартуем. Поэтому в течение года мы объединяли всю индустрию туризма между их организациями, компаниями. Мы смотрели, какие турмаршруты есть, мы анализировали, какая инфраструктура на сегодняшний есть. И после этого мы начали уже параллельно с тем, как разрабатывать саму концепцию индустрии, мы начали работать с федеральным центром и вот успешно начали привлекать федеральные средства на развитие туризма. И, конечно, документ, который нам необходим, это стратегия развития. Это вот то, о чем говорил Василий Сергеевич. Нам нужна стратегия развития туризма. Это то, в каком направлении будет двигаться каждый предприниматель в сфере туризма. Это то направление, в котором инвестор должен вкладывать деньги. Это то направление, куда все органы исполнительной власти, министерства, муниципалитеты будут тратить свой бюджет, чтобы мы единым вектором шли вперед и добивались наибольшего результата. Поэтому, когда мы хаотично используем все эти мероприятия, довольно-таки сложно понять, пришли мы к какой-то цели или нет. А стратегические документы в виде мастер-плана, да, либо это может быть функциональный план, названия у них разные. Карта, там, названия абсолютно разные, да. И Мгм. как раз команда Муравьев-Амурский, да, кстати, мы уже с 2021 года в ней участвуем, вот благодаря поддержки главы, и очень много наших земляков там принимают участие. Это кадровая программа. Да, кадровая программа именно для управленческих. Дальнего Востока. Да. Она сформирована из различных субъектов Российской Федерации. И как раз на полях ВЭФ глава встречался с командой и как раз задал вектор развития, как он видит, что он ожидает от команды, которая работает над этой работой. И, знаете, я думаю, то, что в ближайшее время мы должны получить примерно концептуальные векторы направления, как видит команда, и с главой еще раз согласовать. Я попал тоже в их часть разработки. Меня включили в телеграм-канал, и коллеги сейчас спрашивают, какие направления мы развиваем, что у нас получается, что у нас не получается. Они должны понимать. Просто из этой команды сегодня там представлен один человек из Якутии, если не ошибаюсь, либо два. Вот. И до этого, конечно, они летом проводили небольшое погружение через наши подведомственные учреждения. Это Центр «Мой бизнес» рассказывал вообще о том, что было, как было. Это наше основное агентство развития туризма и территориального маркетинга. Они рассказывали о том, какая была работа проделана, поделились своими результатами, и теперь команда Муравьев-Амурский 2030 работает над тем, чтобы помочь. Кстати, очень есть хороший задел на успех. Почему? Потому что там есть и люди, которые работают в «Роза Хутор» в Сочи. Они туризм развивают уже успешно, одни из лучших в Российской Федерации, поэтому я думаю, что поддержка таких управленческих кадров, она увидит, она будет в результате вот этого То есть люди стратегического опытные. документа. Да. Мы очень надеемся на их работу. Но чтобы развивать туризм, прежде всего нужна инфраструктура, да, то есть это невозможно без развития инфраструктуры. Понятно, что нужны дороги, и понятно, что у нас даже в столице нету ни одной там нормальной четырехзвездочной, скажем, гостиницы. Вот. Известно, что будет строиться гостиница «Космос», да? У нее заявка на 4 звезды полная или на 5? На 4 звезды. 4 звезды. Да. Где это будет? Давайте я про инфраструктуру расскажу. Еще гостиничный комплекс подробно. «Хангалас» в Камалусе должен. Да. Опять по направлению к Ленским столбам, да, получается, напротив Ленских столбов? Это как раз аккумуляция всех инфраструктурных наших вложений и расскажите вложений немножко федеральных. подробнее. Начнем с дорог. Дороги до туристических объектов – это один из тоже главных факторов. Невозможно попасть на отличный объект,
проезжая на плохой дороге. Нет, Поэтому... ну, тот же зимний поток на Ленские столбы увеличился кратно после того, как просто пробили зимник. Да, да, все верно. Поэтому зимника, кстати, такого понятийного аппарата вообще нет. Поэтому здесь очень большой идет акцент на расходование нашего регионального бюджета. Если мы это добьемся на федеральном уровне, тогда у нас, возможно, будут поддержка-то и в виде федеральных средств для зимников. Вот, ну а так по дорогам, конечно, мы вот в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы при помощи вот реализации Министерства транспорта проводим очень большую работу в части строительства дорог в сторону Хангаласского района. Вот и обратите внимание, как мы концентрируем там. Конечно, работа ведет по всей республике, но именно для меня важно, как для руководителя в сфере туризма, максимально снабдить Хангаласский район, потому что это, вот еще раз повторю, массовый туризм. И здесь еще нужно обратить на водный. То есть, смотрите, мы сейчас с Минтрансом также отрабатываем по поставке дебаркадеров. Это означает то, что не только Демьян Бедный, но и более малые суда могут пришвартовываться. Это означает то, что туристический поток тоже будет увеличиваться за счет того, что более малые группы, это и малый бизнес, может начинать свое дело. Далее, что мы видим дальше? Мы видим антропогенную нагрузку на Ленские столбы. Понятно, что Ленские столбы у нас длинны, да, и как бы мы не должны ограничиваться только вот тем, что на сегодняшний день есть. Но из того, что у нас на сегодняшний день есть, мы сегодня, благодаря Ленским столбам, делаем небольшую реконструкцию лестничной площадки, которая уже, ну, в принципе, устарела. И я думаю, то, что к детям Азии мы должны успеть, и для того, чтобы гостей из разных стран можно было там хорошо провести. В части гостиницы «Космос» это сугубо инвестиционный проект без единого рубля вложения со стороны бюджета. Да, это хорошая история, о которой мы говорили, начиная с 2018 года. Сегодня она уже перешла в практическую плоскость. Сейчас ведутся археологические исследования. Я думаю, что мы ближе к ноябрю должны закончить с ними. Потом мы переходим на этап проектно-сметной документации. И в 2025 году, ближе к концу года, мы увидим новый объект в виде 150-номерного фонда, гостиница «Космос», 4 звезды. Даже если там, по вашему или какому-то мнению, будет меньше 4 звезд, он все равно будет новый. Это новая гостиница, которая в любом случае станет, ну, наверное, центром. Все будут останавливаться там только потому, что она новая. А она будет в районе Ричпорта где-то, да? Нет, она будет на территории, на улице Чернышевского, где была раньше общественная баня. С отличным видом на Зеленый луг, с площадью для проведения бизнес-мероприятий, конференций точнее. Вот, поэтому здесь мы тоже будем делать акцент на деловом туризме. А что касается гостиницы «Артудайду», здесь я хочу тоже коллег поздравить. Все-таки мы получили субсидию недавно общей суммой на 123 миллиона. И гостиница «Артудайду» получает субсидию безвозмездную на сумму 35 миллионов рублей. Это трехзвездочная гостиница. Я скажу, в чем отличие. Просто есть гостиницы 4 звезды, они обычно идут под деловой туризм. Люди приезжают в командировку, они останавливаются и уезжают. Некоторые чуть дольше останавливаются, но те, кто останавливаются, а что им делать? И поэтому они должны уже выходного дня гостиницы. Это туристические базы, туристические дома, гостевые дома. И в том числе гостиницу «Артудайду», который попадает под эту категорию. Туда будут приезжать. Конечно, могут туда и отдельно приезжать целенаправленно. Но в части вот продолжения мы должны, знаете, для того, чтобы гостиничный бизнес развивался, мы должны распределять поток загрузки. То есть люди должны ночевать в гостиницах равномерно во всех в течение года. Если будут просадки, то это же бизнес. Ему становится неудобно. И те кредиты, которые берут предприниматели, платежеспособность может упасть, и это может грозиться закрытием собственного дела. Но у нас Мы же не должны этого в допустить. любом же случае у нас зимой меньше туристов, чем летом. Я с этим не готов согласиться. У нас зимой больше туристов, только потому что у нас есть очень Аймикон полюс холода. И Аймикон полюс холода, и зима начинается с Якутии.
Зима начинается с Якутии, в себе содержит много мероприятий событийных. Это и вкус Якутии гастрономический, о чем мы вначале говорили. Поэтому здесь поток, ну, я не сравниваю поток именно нашего национального праздника ИСАХ. В целом, в среднем по году у нас июнь и вот ноябрь, октябрь, ноябрь, декабрь имеют довольно-таки хорошие показатели по туристическому потоку. А вот кроме Ленских столбов, понятно, что Ленские столбы — это такая опорная точка, да, вокруг которой сейчас будет все строиться, накручиваться. Ну, понятно, да, если есть одно место уже известное, уже шедевр нематериальный, да, и уже известное, так скажем, и в стране, и в мире, то логично вокруг него все выстраивать. Вот. Но помимо Ленских столбов, вот есть ли какие-то еще такие потенциальные точки притяжения, ну вот развития, я не знаю, агропромышленный, может быть, туризм, что-то вот такое? Есть очень много, и еще больше мы не знаем. Потому что сегодня мы должны доработать те точки притяжения, которые существуют на сегодняшний день. Мы должны систематизировать эту работу и уже переходить на другие туристические объекты. Но здесь не стоит, стоит недооценивать работу самих предпринимателей, которые отлично научились создавать легенды, истории, которые притягивают людей. По пути, по пути, допустим, в Аймикон, все мы знаем Колымскую трассу, да, ГУЛАГ. Для многих это познавательный исторический туризм, который приезжают. Многие даже до Аймикона не доезжают. Многие едут в Аймикон, чтобы окунуться в наши индигирки. Многие ездят, допустим, в Тату, Чорапчу, да, по этой дороге. Всем что-то интересно. Допустим, в Чорапче есть очень хороший пляж на той же реке Амга в селе Мырла. Как можно попасть? Все мы знаем, что река Амга — это каменистая, да, у нее естественный пляж, поэтому невозможно практически даже организовать пляж предпринимателям. А вот никто практически не знает то, что есть такой пляж песчаный на реке Амга. Если сделать хорошие кадры, точнее удачные и хорошие кадры с правильных углов, то можно подумать, что вы где-то вообще на Мальдивах находитесь. Поэтому Белый песочек, да? Там? Да, таких очень много мест. И знаете, на сегодняшний день каждый район нашей республики должен придумать свою точку притяжения. У Аймикона уже есть бренд, он далеко впереди всех. Ленские столбы, Хангаласский район далеко впереди всех. Но сегодня мы можем показать и агротуризм. И вот тоже, пользуясь случаем, хотел бы рассказать, что мы в прошлом году наконец-то в федеральном конкурсе выиграли заявку по агротуризму Подкова на счастье Сунтарского района. Но в этом году уже 3 заявки по сельскому туризму, по агротуризму начинают. Чтобы вы понимали, да, вот есть обычный сайлык, да, где просто есть козочки, там, гуси, да, перепелиные яйца вот они делают, да. Они как-то раньше продавали, да, и чуть-чуть деньги были. Сегодня они в день зарабатывают больше, чем за месяц раньше. Знаете почему? Потому что они стали делать экскурсии. Мини-зоопарк, контактный, пообедать. Туристы приходят, платят по 500 рублей, полчаса фоткаются и уезжают. И вот в сторону Хангаласского района, в селе Булганихтах, есть очень хороший сайлык, куда все заезжают. И знаете, вот сегодня там работает отличная семья, которые успешно вошли в этот маршрут. И сегодня они довольно-таки, знаете, вот приятно с полезным, когда совмещается, это как бы счастье. Вот эти 2 человека сегодня, я считаю, что они уже счастливые. И таких маршрутов по всей республике много. То же самое по сувениру. Давайте порассуждаем. Что такое Якутия, да? Какой сувенир с собой привезти? Может быть, это якутский нож, или это может быть маленький какой-нибудь алмазик. Ювелирное украшение обязательно. Либо это ювелирное украшение. Поэтому сегодня наши районы должны придумать тот сувенир, который будет ассоциироваться с их районом. То есть уже не просто с Якутией, да, а именно что-то вот такое. Да, это на самом деле хорошо. Местные да, какие-то. Мы должны, допустим, понять, где много оленей, в каком районе. Их несколько. И сегодня районы должны в соревновательном режиме уже между собой именно соревноваться, и тем самым это дает хороший стимул для развития. Они начинают уже придумывать новые креативные идеи, они начинают
больше взаимодействовать там с регионом, с федеральным центром. И на самом деле, когда вот эта вся цепочка проходит, мы видим, что в конце? Мы увидим то, что качество жизни нашего населения улучшается, потому что вокруг любого какого-то притяжения формируется бизнес. То есть Хочу успеть еще поговорить про форум предпринимателей, который в сентябре тоже прошел, да, какие там инициативы, проекты были представлены для поддержки малого и среднего бизнеса. Форум предпринимателей у нас ежегодный, республиканский. Это одно из самых главных бизнес-событий. И ну, не могу точно сказать, сколько человек посетило, но ежегодно практически 1000 человек приезжают. В этом году у нас были федеральные эксперты. Этот форум у нас посвящен Дню предпринимателя. И очень важно, что региональная власть вообще за всю историю и вообще само становление нашего министерства, оно всегда было. В других регионах министерства предпринимательства нет. Оно входит в состав Министерства экономики, Министерства промышленности и торговли во многих регионах. Поэтому с 2001 года указом президента 1626 был учрежден День предпринимателя, и мы сегодня должны признать предпринимателя. Это не история про налоги, это история про работу. Сегодня Но прежде всего это рабочие места. Это да. рабочие места. Сегодня у нас, многие, наверное, видят в новостях, там где-то 126 сказали, 122 тысячи, 109 тысяч занятых в сфере малого бизнеса. Это действительно так, и цифра очень динамично меняется, потому что и методика меняется, и отчеты, допустим, туда самозанятые входят. Поэтому сегодня, если посмотреть не статистично, официально, порядка даже больше 126 тысяч людей заняты в сфере малого бизнеса. Это практически каждый четвертый, который может сегодня работать, он работает на бизнес. Но, между тем, один из участников этого форума выступил своими предложениями, сказал, что предпринимателям из районов именно, да, сельским предпринимателям, можно сказать, не хватает средств для капитальных вложений в инфраструктуру. Вот тут как государство может помочь? Здесь мы провели хорошую работу, на самом деле, для капитальных вложений, именно для районов. Мы сейчас почти с географией на всю республику выиграли федеральный конкурс. Это сумма 25 миллионов плюс 123 миллиона на строительство некапитальных модульных, можно сказать, гостиниц, домиков, гостевых домов. Потому что домики – это инфраструктура. Человек, который приезжает в деревню, вот даже мы с вами поедем в деревню, в родную свою, переночуем, официально мы попадаем в статистику туристов. И мы должны там покушать, мы оставляем деньги, и они попадают в экономику муниципального района. И район благодаря этому будет развиваться. Поэтому мы, конечно, очень большой акцент делаем на то, чтобы наши районы могли, наверное, войти в пул основных районов, которые сегодня должны в первую очередь развиваться. Это федеральные средства, да? Это федеральные средства, да. По нацпроекту «Туризм и гостеприимство» или? Да, именно так. Также там прошла в рамках этого форума выставка «Ярмарка Якутия-Экспо». Предпринимателям интересно это? Всегда было интересно. Это для них событийно. Мы разного формата проводили всегда такого рода мероприятий. Да. Здесь мы создаем события, куда приходит наше население, оно смотрит, как продвинулось наше производство местное, потому что в этом году мы сделали акцент, более 30 предпринимателей показали свою продукцию. Мы видим улучшение их качества, мы видим, как они динамично развиваются, мы видим, как они развиваются в различных отраслях. Это и пищевая промышленность, это и изделия народно-художественных промыслов. Поэтому любого рода мероприятия, представьте просто, вот вы изготовили продукцию, да, сложно с рекламой, да, вроде прорекламировал и не покупают. А тут зарегистрировался бесплатно на нашу выставку «Экспо». Пришел, и уже еще обед не наступил, а продукция вся закончилась. Вообще мер поддержки довольно много для предпринимателей. Я даже не буду спрашивать, потому что они все, в общем, можно их легко найти в интернете. Мер действительно много, грантов много, субсидий разных много. Вот скажите, последний такой вопрос, да, вот три причины, чтобы стать предпринимателем. 3 причины, чтобы стать предпринимателем. Нужно быть неравнодушным, нужно любить свое дело и нужно всегда верить в себя.
Это три основных фактора, которые дают возможность ошибаться и идти дальше. Потому что предприниматели на сегодняшний день — это люди самые оптимистичные. Ну вот нельзя быть пессимистами и заняться своим делом. И здесь нужно пожелать только коллегам успехов. У нас по динамике мы смотрим то, что количество предпринимателей растет. Где-то закрываются, где-то открываются. Невозможно открыть бизнес и быть уверенным на 100%, что будет все идеально. Это и есть тот опыт, который наши предприниматели получают. Ну а наши якутские предприниматели, они самые, наверное, устойчивые, потому что сегодня мер поддержки, как вы сказали, много, но это не означает, что они должны на сегодняшний день просто остановиться и все. Мы сейчас ведем работу постоянно над разработкой новых продуктов. И очень хорошо то, что у нас есть контакт с бизнес-сообществом. Ну что ж, благодарю вас за беседу. Самое главное, вы сказали, это оптимизм. Вы сами из предпринимательства пришли, и вижу, что оптимизма не растеряли. Спасибо вам за беседу. И надеюсь, что и в дальнейшем будет у нас все развиваться, и туризм, и предпринимательство на благо нашего региона. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15 и расскажем, чем живет Якутия.